«Беги за мной». С таким призывом к юношам и девушкам обратилось Федеральное агентство по делам молодежи. Новый всероссийский молодежный проект направлен на здоровый образ жизни. Его организатором и исполнителем в Адыгее стал Республиканский комитет по делам молодежи. Проект «Беги за мной» предусматривает вовлечение молодежи в активный образ жизни и стимулирование их к правильному питанию. Для того, чтобы презентовать эту идею, для того, чтобы донести актуальность и важность этой идеи для нашей молодежи, для того, чтобы выявить потенциальных активистов данного проекта, мы и проводим сегодняшнюю презентацию. Акция «Беги за мной» – это акция, состоящая из серии отдельных мероприятий. Первое мероприятие – это презентация федерального молодежного проекта «Беги за мной». В последующем нас ждут конкретные практические мероприятия, в которых они непосредственно примут физическое участие. Это будет демонстрация различных способов активной жизни. Это будет демонстрация технологий правильного питания. И в последующем все это мы замыкаем своеобразным итогом, конкурсом участниц акции «Беги за мной», конкурсом красоты. И хотим показать, что красивый человек, красивое тело, красивый дух, красивый настрой внутренний – это результат активного отношения к жизни, это результат здорового питания, это результат здорового образа жизни. Презентация нового проекта состоялась в студенческой аудитории, которая с интересом включилась в реализацию всех запланированных мероприятий. Организация форума, она призвана популяризировать физическую культуру, спорт и дает возможность всем участникам этого процесса, которые работают на поле, предоставления образовательных услуг в области физической культуры, здорового питания, предоставления различных коммерческих, некоммерческих услуг в области здорового образа жизни, заявить о себе, представить свои программы, свою продукцию, показать свою деятельность именно в среде студенческой молодежи. Активисты спортивных клубов города, молодежь, объединенная общим увлечением. Все они со сцены демонстрировали свои умения и навыки физической культуры. «Умей владеть своим телом», как бы призывали зрители через элементы паркура участники группы Wave. Здоровый образ жизни – это положительные эмоции, физическая активность, правильное питание и внимательное отношение к своему здоровью уже с молодых лет. Поэтому в проект «Беги за мной» включены и мероприятия по здравоохранению. На презентации юношей и девушек приглашали принять участие в небольшом обследовании, проводимом специалистами Центра медицинской профилактики. За одним столом можно было проверить артериальное давление, снять кардиограмму и сдать анализ крови. В качестве помощников выступили сами студенты. Изначально я студентка физической культуры и дзюдо, являюсь спортсменкой, веду здоровый образ жизни и как бы призываю и молодежь, и студентов к этому. Мне кажется, нужно чаще такие проекты проводить, больше людей приглашать на такие мероприятия. Он, конечно, призывает людей. Может, люди уже наконец-то одумаются, можно даже так выразиться, и будут заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, а не сидеть за компьютерами, что является вредным для человека. Больше бывать на свежем воздухе, прогулки, даже просто в горы, турпоходы. Всероссийский проект – это целый комплекс разнообразных мероприятий, направленных на системный здоровый образ жизни. И здесь Республиканскому комитету по делам молодежи оказали поддержку представители бизнеса, работающие в сфере фитнеса и питания. Участников проекта обучали основам сбалансированного питания. Мастер-класс провела Юлия Дьяченко, эксперт-биохимик лаборатории нутрициологии и экологии научно-исследовательского института. С девушками она поделилась своими знаниями диетологии и научила их составлять меню и готовить вкусные и полезные блюда. Если вы приверженец здорового питания, то лучше, чтобы завтрак состоял из 6 основных компонентов. То есть, естественно, не всех сразу, а каких-либо из 6. Я буду готовить из ананасов, курицы, салата и капусты пекинской со сметаной. Звучит аппетитно. А что это? Как называется ваше блюдо? Салат с курицей и ананасом. Все логично. Салат с курицей и ананасом. Мария, что у вас? Так, у меня тоже листья салата, помидоры черри, перепелиные яйца и креветки. Салат называется диетический салат.
У всех участниц проекта «Беги за мной» было по набору продуктов, из которых они должны были приготовить что-нибудь на скорую руку. Затем диетолог прокомментировала блюдо и оценила, насколько они полезны. Креветкой, курицей, помидором, салатом и орехом. Замечательно. В составлении своего рациона нужно руководствоваться тем, чтобы как можно больше необходимых для человека веществ поступало в пищу. То есть помимо энергетической ценности должна быть еще минерально-витаминная ценность, которая обязательно должна входить. Как правило, студенты редко задумываются над тем, как они питаются. То времени не хватает, то денег. А ведь мы то, что мы едим. И культура питания, заложенная с детства, в будущем поможет избежать проблем со здоровьем. Однако молодежи свойственна беспечность в этих вопросах. Потому в проекте «Беги за мной» для ребят продумали и эту важную часть здорового образа жизни. Теперь после консультации эксперта-биохимика разбираться в качестве и важности продуктов молодым людям будет легче. Но обучение правильному питанию не единственная составляющая проекта. Не менее важно занятие спортом. Раз, два, три. Последний. Раз, два, три. Понятно, да? Глазами понятно. Одним интереснее посещать тренажерный зал, другим – танцевальный класс. В Адыгее организаторы движения «Беги за мной» решили провести для молодежи курс социальных танцев. А социальными они называются потому, что обучиться им может каждый, даже тот, кто ни разу не танцевал, но всегда мечтал повальсировать или исполнить в паре танго, ча-ча-ча или сальсу. Медленно, медленно, быстро, быстро, стой. Медленно, медленно, быстро, быстро, стой. Еще раз, slow, 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 еще последний. Многие из тех, кто посетили один из майкопских фитнес-клубов, впервые исполнили классический танец. Мария Волкова давно мечтала разучить вальс. Вместе с братом пришла на занятия к Файку Шабану, инструктору высшей категории. В Сирии, где он жил до недавнего времени, Файк возглавлял Федерацию танцев. Теперь двигаться под музыку плавно и легко учит всех и детей, и взрослых. Благодаря проекту «Беги за мной» я познакомилась с многими интересными людьми. Помимо этого, мы научились готовить здоровую пищу, заниматься танцами, обучились приемам самозащиты. Этот проект дает молодежи очень много. Он направляет на верный путь, на здоровый образ жизни. Это очень важно в наше время, потому что многие люди сейчас не занимаются спортом. Сейчас специалисты Республиканского комитета по делам молодежи стараются привлечь к участию в проекте как можно большее число людей. Уже разработаны индивидуальные программы реализации движения «Беги за мной» в городах и районах Адыгеи. Были разные мероприятия, которые направлены на активизацию, на вовлечение молодежи в активный образ жизни, в том числе и спортивный. Но по большому счету для нас то, что касается федерального акта, федеральных масштабов, федеральной идеи, это старт сегодня в Адыгее. Мы рассчитываем на то, что будут последовательные шаги по развитию данного проекта в муниципальных образованиях, потому что мы пригласили делегации из районов, пригласили тех активистов, на которых мы рассчитываем, чтобы они понесли флаг проекта «Беги за мной» в поселения, в районы, в населенные пункты нашей Адыгеи. И надеемся, что эта технология вовлечения молодежи, начиная с презентации последующих каких-то мероприятий, будет перенята и распространена в наши районы. Каждый молодой человек, благодаря проекту «Беги за мной», получит много новой информации о современных методиках здорового образа жизни. Полноправными участниками этого движения смогут стать и дети. Мы хотим предложить для младших классов программу и для детский сад, там, начальная школа и старшая. К примеру, для дошкольников и начальных классов, для детей там, до 11, до 12 лет поднять всеми забытые игры в резиночке. Это был когда-то в свое время очень массовый вид спорта, его даже можно так назвать, потому что он имеет большую физическую нагрузку, ловкость, там нужно быть на логику, даже какие-то, на развитие логики он направлен, там, выбивного, в городки. К сожалению, сегодня это все забыто.
И если у нас получится вытащить детей на улицу и активно заняться вот этими играми, спортивными играми, значит, этот проект достигнет нашего результата, мы работаем не зря. Для старшеклассников мы хотим предложить фитнес, клубы, велопрогулки, потому что в муниципальных образованиях это очень актуально, практически каждый ребенок имеет велосипед, и почему бы им не объединиться, разрабатывать маршруты, придумывать какие-нибудь задания, выполнять их именно вот таким способом, передвигаясь и в то же время играя. Комитет Республики по делам молодежи всячески поддерживает и развитие новых видов спорта. В студенческой среде мода на различные увлечения быстро меняется. И здесь главное выбрать правильное направление. То, что будет востребовано молодыми людьми, и то, что не будет им во вред. На сегодняшний день мы, значит, выбрали направление паркур. Мы активно его очень пропагандируем, потому что это, несмотря на то, что экстремальный вид спорта, но он все-таки ребятам, старшеклассникам, студентам будет интересен. Это модно, это интересно, и в то же время это доступно, потому что паркуром можно увлекаться в любом дворе, придумать себе какие-то там сложные фигуры там, и как бы осваивать таким образом. В связи с тем, что у нас вот последние 2 года прям бум буквально в городе, очень массово развивается прокат велосипедов, люди имеют возможность пользоваться этим видом транспорта и заниматься этим спортом. Мы планируем, конечно, насколько это возможно, тоже объединять группы людей, чтобы это было им интересно. У нас есть уже на сегодняшний день движение, велодвижение, так можно сказать, наших ребят-студентов, которые занимаются тем, что привлекают молодежь и таким образом катаются в удовольствие и решают проблемы со своим здоровьем. Велосипедные прогулки будут особенно актуальны сейчас, когда на улице весна. Совместить умеренную физическую нагрузку с приятными впечатлениями от поездок можно будет всем, даже тем, у кого велосипеда нет. Взять его на прокат не составит труда. Вообще, любое пребывание на свежем воздухе будет только на пользу. Отдых в кругу родных и друзей на природном ландшафте для многих сегодня редкая возможность. Возродить эти традиционные семейные дружеские прогулки, совместное участие в активных видах спорта – задача вполне выполнимая. Ведь занятия фитнесом, бег, ходьба, танец, силовые тренинги – все это помогает повысить жизненную активность и самооценку. Стране нужно здоровое и позитивно настроенное поколение. И проект «Беги за мной» рассчитан как раз на тех, кто стремится к совершенству. Его активные участницы смогли принять участие в республиканском конкурсе красоты, который проводился среди жительниц Адыгеи и Краснодарского края. Девушки не просто сражались за корону и почетное звание. В процессе подготовки к конкурсу, участвуя в разных мероприятиях, каждая старалась вобрать как можно больше полезной информации. Личным примером красавицы пропагандировали здоровый образ жизни, ведь в человеке все должно быть прекрасно. Поэтому участие в проекте «Беги за мной» девушки считают важным событием. Именно это всероссийское молодежное движение дало им возможность поверить в свои силы и увидеть хорошие перспективы.